Площадь Тысячелетия. Именно здесь 9 мая пройдут главные события празднования Дня Победы. Это парад и финал шествия «Бессмертный полк». Как видим, сегодня уже смонтировали трибуну и большой экран. Кстати, в этом году сцены не будет, и все действие разрешили посмотреть отсюда, с холмов Кремля. Попасть сюда можно будет от станции метро Кремлевская и, соответственно, с другой стороны, с улицы Батурина. Главное же внимание к самим ветеранам. Их в республике за последние 4 года стало меньше в 2 раза. В живых остались 38 тысяч человек, из которых непосредственных участников боев чуть более 1000. Каждого нужно окружить персональной заботой и решать все насущные проблемы. Такое поручение сегодня дал Рустам Минниханов. Важнее становится глубоко персональная, адресная работа по решению насущных проблем ветеранов. Нами ведется работа по комплексному медицинскому и социальному обслуживанию ветеранов, улучшению жилищных условий, систематизации мер социальной поддержки, обеспечение культурно-досуговых и памятных мероприятий. Герой есть герой, давайте поаплодируем стоя. Аплодисментами стоя сегодня приветствовали единственного татарстанского оставшегося в живых героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Как рассказал ветеран, он рад тому, как республика готовится ко Дню Победы. В мои 94 года я чувствую себя нормально, езжу я за рулем. Хочу вам сказать, что вся моя жизнь связана с молодежью. Я много прожил в институтах, техниках, школах. Молодежь Татарстана сегодня выступила с инициативой начать в республике специальную акцию в честь ветеранов. Всем предприятиям и организациям предложили снять видеопрезентации про всех своих ветеранов. Чтобы будущее поколение, которое сейчас растет, помнили то, что была война, то, что многие люди отдали жизнь за нее, чтобы не забывали про это. Еще в честь ветеранов предлагают начать масштабный конкурс детских рисунков и в следующем году посвятить Дню Победы финал фестиваля творчества работающей молодежи. Много инициатив очень правильных, нужных, необходимо будет в решение нашего оргкомитета тоже это включить. Следующий год для нашей страны юбилейный. Подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должна стать задачей всех ветвей и органов власти, всех муниципальных образований республики. Делом чести каждого татарстанца. Сегодня же в Татарстане стартовала акция «Красная гвоздика». Всем желающим предлагают приобрести памятный значок. Все вырученные средства пойдут на оказание помощи ветеранам. Дмитрий Арин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.